Прямой эфир. Добрый день, уважаемая аудитория! Все, кто подключился к прямому эфиру на площадке Instagram областного управления по делам религий. 8000 подписчиков на странице, а это значит, что здесь поднимаются и обсуждаются важные вопросы современного мира. И сегодня я, Филипенко Наталья Сергеевна, директор централизованной библиотечной системы Абайского района, предлагаю поразмышлять над некоторыми вопросами по теме «Человек в цифровую эпоху». На мой взгляд, эта тема интересна и для молодежи, и для старшего поколения. Ведь важно осмыслить многие общественно-социальные и духовные вопросы сегодняшнего дня. Но не секрет, мы живем в удивительное время, в эпоху, когда радикальные изменения технологий происходят на наших глазах. И то, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня это уже реальные проекты, без которых мы уже не представляем нашу жизнь. Ускоряется процесс технических инноваций, и некоторые из них даже не успевают воплотиться в жизнь, их обгоняют уже следующие инновации. Но несмотря на все изменения, все сводится к людям, к культуре, к ценностям, к человеку. Каждый человек переживает эту кардинальную трансформацию, связанную с изменениями, которые происходят в цифровой среде. Но от технологий нам не спрятаться, не скрыться, как поется в песне. Big Data, то есть большие данные, меняют мир. Так или иначе компьютеризируются все процессы, генерируется громадный объем данных. И надо понимать, что та информация, которую мы потребляем, подобрана специально для нас. Мы изучены искусственным интеллектом. Каждый человек стал заложником социальных сетей и находится в своем информационном туннеле, информационном пузыре. Люди могут жить в одной стране, но в разных информационных полях, и даже нет шанса вырваться из этого поля. Чем больше мир базируется на цифровых технологиях, тем больше растет потребность ощущать участие человека, поддержку, которую нам дают близкие отношения. Все чаще высказываются опасения, что по мере того, как четвертая промышленная революция будет углублять наши личные и коллективные отношения с технологиями, будут ухудшаться наши социальные навыки, коммуникации, способность к эмпатии. Как человек, поклонник книжной культуры, я отмечаю, что книги стали занимать в жизни человека все меньше места. И это связано с тем, что меняется не только мир, меняется само наше мышление. Человеку стало все сложнее переваривать большую форму в виде обычной книги. Ведь чтение книги – это большой труд. Вместо этого человек переключается на новостные ленты со смешными картинками, цитатами великих людей, роликами популярных блогеров. Каждую свободную минуту современный человек проводит в интернете. Лишь возникает какая-то пауза, и он уже в телефоне листает очередную ленту. Узнаете себя? Мы заменяем мышление потреблением информации, которую уже не способны усваивать в столь огромных количествах. А как же спасти наш мозг от информационного цунами? Вот этот вопрос каждый должен решить самостоятельно, задуматься над ним. Все информационное пространство пронизано беспрерывным созданием контента. Происходит, я бы сказала, самопроизводство контента. Оно постоянно. Его делают все. И знаменитые, публичные люди, и малоизвестные, простые люди. И оно зачастую
низкоинтеллектуальная по своему качеству, но из-за того, что есть прямой, открытый доступ к аудитории, можно снять ТикТок, который не содержит в себе вообще никакого смысла. Это просто набор каких-то движений, каких-то фраз, слов. Вдруг все стали экспертами. Раньше существовали какие-то интеллектуальные планки. Например, мы знали, что вот это умный человек, вот этот человек очень опытный специалист в какой-то области. Сейчас все стали экспертами. И невозможно понять, оценить, что это. Всерьез он это говорит или нет, можно ли этому верить. Фейк проник во все. И развлечение стало основным продуктом привлечения внимания людей. И я считаю, это беда, потому что, развлекаясь, мы не развиваем свои интеллектуальные и социальные навыки. И возникает цифровое слабоумие. Даже такой появился термин. Без Википедии мы не можем ответить на простые вопросы. Многие функции мы доверяем уже своим телефонам. Дорогие друзья, ну вот хочется подвести итоги вот таких размышлений. Итак, цифровой мир наступил. Странный, стрессогенный, сложный и разнообразный, как мозаика. Это другой тип цивилизации. Это эпоха информационно-сетевых войн. Инструментом так называемой мягкой силы стали сетевые средства массовой рекламы, агитации, дезинформации. Присутствуя ежечасно в жизни каждого человека, социальные сети фактически управляют мнениями и оценками. А что можно противопоставить такому влиянию? В этом нам может помочь медиаграмотность. Чтобы отличить манипуляции вашим сознанием, фейковую информацию. Поэтому на важное место выходит функциональная грамотность. А что это такое? Это умение применять свои знания на практике. Это и математическая грамотность, читательская, компьютерная. Помимо того, что человека сегодня надо готовить к постоянным изменениям, происходящим в мире, сам человек должен иметь мотивацию к непрерывной учебе и переподготовке. Многие говорят, что мы потеряли целое поколение молодых людей, когда было еще непонятно, что цифровая зависимость может демотивировать, лишать воли, желаний, потребностей. Это те, которые с раннего детства вошли в социальные сети и не вышли оттуда. Чтобы стать человеком, мало родиться. Надо пройти большой путь, работая над собой, сделать что-то для других. Сейчас, уже зная об опасностях цифровой эпохи, можно спасти юных от цифровой зависимости и устроить правильное, невредное цифровое потребление. И к этому я вас призываю. Учитесь, будьте внимательны, чаще общайтесь, читайте книги, овладевайте новыми знаниями. Спасибо вам за внимание. Вот такие мысли возникли у меня при размышлении над темой «Человек в цифровую эпоху». Делитесь своими мнениями.